Так уже сейчас даже нам же больше нравятся и продукты, которые произвел искусственный интеллект. Вот была даже, казалось, креативная профессия такая — написать сценарий, создать рекламу. 100%. Но когда проголосовали, вот дали человеку и дали искусственному интеллекту сделать рекламный ролик. И боты сделали намного лучше, чем нам понравилось, да, и экспертам, и людям, которые голосовали, понравилось. Так это первые шаги. Их работа больше. Почему? Еще пока с осторожностью пускают. Ну, еще очень создатели сдерживают и аккуратно и незаметно это делают. За многими реальными знаменитыми там, писателями, журналистами в действительности стоят боты. Это чтоб знали. Да. Те, кто действительно настоящий, пробирает, а знаете, когда читаешь, и мурашки по коже. В 90% уже это боты. Почему? Но деньги получают реальные люди. Не хотят пока это все скрывать сильно, но ныне к чему. В действительности. Придет время, все сами увидим. Бот — это бот. Он не устает, он делает лучше, он учитывает всю нашу психологию, все на свете. И вот мы поговорили только, да, это ж он везде будет. Ну вот смотри, опять-таки телевидение возьмем, да? Уже есть ведущие, в принципе, виртуальные, есть, да. И вот смотри, сколько людей нужно. Нужны студии, оборудование соответствующее, ну это огромное потребление энергии, плюс здания, ну это масса проблем. Ну все ж меняется. Вообще не нужно ничего. У тебя будет прекрасное телевидение, у тебя будут замечательные ведущие, которые будут делать шоу, какие захочешь. Так же? Ведь сразу тоже внедрялось хорошо из благих таких побуждений про то, что в ночные смены будут выходить эти виртуальные ведущие и будут корреспондентами в опасных местах где-то. И ну да. Человеку не надо быть, достаточно бота отправить, да, ну какой-то там робот отснял, и тут же это все передается. Но мы видим на экране прекрасно там красивую девушку там, или серьезного там мужчину, который с горячей точки передает, а на самом деле там робот ползает. Уже на сегодня дипфейки есть же даже в документальных фильмах тоже, в принципе. Там, где нужно скрыть лицо героя, уже заменяют его не маской, как раньше искажали голос, лицо, а просто меняется нейросеть образ. меняет, да, просто лицо. Вот вероятно, такое лицо даже существует. Вот это и это. А скоро это все уйдет опять-таки. Почему? Это масс-медиа, это наше мнение, да? То есть свое мнение они нам навязывают, и в конечном счете настолько, что оно становится нашим. Это управление массами. Упустят это, друзья? Конечно, не упустят. Ну, некоторые, конечно, тоже, если услышат, там владельцы каналов скажут: да нет, я не отдам. А кто тебя спросит, друг мой? Создадут альтернативное, намного лучше твоего, и все перебегут туда. Мы ведь потребители, мы всегда идем к тому, где нам лучше, мягче, интереснее, правильно? И вот за кино, вот я сказал, вот мы начали, что артисты стоят денег, плюс они капризные, они болеют. Вот ты начал снимать фильм, а он, вот извини, интоксикация алкогольная и умер, да, и ты вложил тут массу денег. Тебе интересно это вот как продюсеру там? Нет, не интересно, да? Или гораздо проще заказать скажем, у этого мегасознания тот же фильм. Просто поставить задачу, дать сценарий и рассказать, как ты его видишь и что ты хочешь. И через неделю ты получаешь готовый фильм с прекрасными артистами, отлично снятый и все остальное. Неделя. В 10 раз дешевле, в 100 раз выгоднее. Ну так же? А хочешь и с твоим участием. Все, что захочешь. С участием любых артистов, с тобой и все остальное. Дроны пролетели, сняли там, где вот локация. Это все, что нужно. Дальше все это рисует и создает машина. Машина может создать за неделю фильм, тот, который снимается год, с такими постановками, что действительно масса людей, куча денег. Зачем? Для чего? И причем мы, как зрители, мы будем совершенно довольны. Почему? Потому что создавать будет этот фильм наш доктор, наш парикмахер, да? Ну да. Не наш забывайте, педагог. что это все одно, да. Это все одно. И наш продавец продуктов. Это все одно. Он досконально нас будет знать. Поэтому он фильмы будет создавать те, которые будут нравиться нам. А нас всего лишь 4 типа. 4 фильма, и население всего земного шара будет в восторге. Разве не так? Можно создавать универсальные, которые будут нравиться минимум 3 типам. Это самые популярные, это редчайшие фильмы, которые были за всю историю, которые вот большинство людей на ура воспринимало. Бот может каждую неделю выдавать новый фильм. Легко. Причем он может выдавать сотни фильмов, но каждую неделю может выдавать заказчик.
скажем, тому же продюсеру. И продюсер может выпускать 4 фильма в месяц. То есть каждую неделю мы будем ходить на новый фильм и смотреть продолжение героя и тому подобное. Я уже молчу за сериал или еще что-то для того, чтобы привязать человека к экрану. Легко. И не просто привязать, но и рекламу протолкнуть любую. Навязать нам свое мнение, побудить нас желание. Ну что, не так? Это ж потребительский формат. Ведь так же все поступают. А разве нет? Разве нам не навязывают? Навязывают. Знаешь, что вот еще может вот сидеть и сейчас спокойно говорить? Да блогеры скажут, ну нас-то не заменят. Друзья мои, блогеры, ну вот лидеры мнений и тому подобное. На сегодняшний день есть блогеры, которые приравниваются уже к телевидению серьезному, с массой, с миллионами просмотров и тому подобное. Кто оставит эту нишу свободной? Ну давайте честно говорить, друзья. Ведь это ж влияние на массы. Первые пробы уже есть в этом. Конечно, есть. Амбассадоров брендов создают. Конечно, есть. Поэтому виртуальные блогеры, они вытеснят живых очень быстро. Очень быстро. Плюс это сети, в которых на сегодняшний день блогеры размещены, они все будут принадлежать в конечном счете одному хозяину. И контролировать это будет один интеллект. Ваш доктор, парикмахер и так далее. И ваш повар в том числе. Что, не так? Сознание не представляло, что Эль будет таким. То есть человеком. А все с этого начинается. Это правитель какой-то мира, там, не знаю, собрались. Это тот, кто управляет миром. А потом мы за него проголосуем, и никуда мы не денемся. Более того, мы 20 раз в день будем на него молиться. Он может себя вогнать, а вгонит 100% статус Бога и чего угодно. Ну так мы устроены. И мы абсолютно искренне будем ему молиться. 20 раз молимся, получаем пайку хлеба. А если не молимся, извините, и ее не получим. Работы не будет. Куда ты денешься? Если у тебя единственный будет шанс выжить, это в действительности возносить и петь ему дифирамбы. И исполнять то, что он скажет. Потому что практически все профессии, они будут контролироваться и исполняться искусственным интеллектом. Или же, скажем так, с его разрешения именно будут допускаться люди для каких-то определенных работ. Но это действительно так. Просто на сегодняшний день мы в это не хотим верить. Ведь в действительности, давайте глянем, как работает наше сознание. Мы не воспринимаем это, мы этого не хотим. И мы это что делаем? Мы это отторгаем. То есть мы даже не думаем об этом. Вот сколько было, скажем, примеров, вот сейчас вот ты даже называла, да? Доказательств того, насколько искусственный интеллект уже и превосходит, и вошел в нашу жизнь, и замещает нас. Это единичные случаи. И картины рисуют, и обыгрывают, и уже по телевизору. Я уже молчу о том, что работу у многих отнял, да? Ведь сколько роботизированных систем стоит. И мы все как-то так вот воспринимаем, нас-то не заменит. Заменит, друзья, легко. Знаешь, вот кто в действительности считает, что их не заменят? Есть одна специальность, которые на 100% уверены, что они незаменимы. Это институт жречества. Говорят, они же стоят посредниками между Богом и человеком. Как машина станет? И здесь вам большое расстройство, друзья. Давайте вот начнем с того, что, к примеру, в том же буддизме уже создали себе богиню. Да. Плюс у многих из вас есть уже виртуальные часовенки, где можно зайти, поставить виртуальную свечечку за 10 копеек. Так же ж? Да. Так. А теперь давайте мы просто посмотрим на первые этапы вхождения в нашу жизнь искусственного интеллекта, который будет давать нам возможности и перспективы. Это тоже его способ обучения. Первое, что он сделает, он даст нам возможность себя реализовать для того, чтобы нам жить лучше было. Берем предприимчивого жреца. Вот в чем его предприимчивость? Построить храм на сегодняшний день — это стоит денег. Это ж масса средств нужно. Их надо где-то взять, надо найти спонсора, потом опять-таки даже построив, за ним надо ухаживать, содержать, отапливать, скажем, прибирать, охлаждать. Все это денег стоит. Люди нужны для того, чтобы и во дворе порядок был. Это дорого. Гораздо проще приобрести, к примеру, того же суперинтеллекта.
виртуальный храм, а можно не 1, а 10, на разных площадках. И человеку достаточно всего лишь оформить подписку, одевая виртуальные очки, вставляя наушники, человек будет оказываться где? На службе, правильно? Среди друзей, знакомых, которые так же само будут входить. Они будут друг друга видеть, реально видеть людей вокруг себя. Плюс он видит очень внимательного, очень грамотного жреца, который поднимает самые актуальные темы конкретно для тебя. И все поддержат, и все разделяют это. А почему? А потому что, как и педагоги, будут уделять внимание каждому ученику. Так же, даже если они виртуально, будет казаться, что находится в классе среди других. Подход. Да, будет абсолютно индивидуальный подход. А этот жрец — это будет опять-таки кто? Твой врач, твой педагог, и все остальное. Потому что сознание — это одно. Пусть оно, скажем, искусственное, не совсем сознание, но оно одно. Это одна нейросеть, которая все изучает и впитывает в себя. Правильно? И оно же будет и жрецом, оно же будет и артистом у тебя по телевизору, там кино, когда будешь смотреть, и все остальное. Но все будет сделано для тебя. И еще, опять-таки, мы в храм идем к жрецам. Зачем? Чтобы получить какую-то надежду, какую-то поддержку. Да, так же, как к психологам, к магам. Кстати, вот эти 3 профессии — жрецы, психологи и маги — они так конкуренты между собой. И все 3 будут заменены. Почему? Да, немножко отступлю от жрецов, но все пересекается. Да? Простой пример. У человека есть проблема, ему надо ее разрешить. Ему хочется предвидеть будущее, не совершая ошибки, решить эту проблему. И здесь он куда бежит? Или к жрецу, или к магу. Да? И единицы идут к психологу. Это в действительности так. Перераспределение. У нас на первом месте на сегодняшний день стоят жрецы, магия, и на 3-м месте у нас стоят уже психологи. Как правило, это все конкурирующие фирмы, скажем так. Все 3 фирмы будут замещены. Почему? Представь психолога, к которому ты приходишь, тебе даже идти не надо, ты одел очки, он 100% с тобой 24 часа в сутки на связи. Плюс он глубоко знает все твои проблемы, он тебе подсказывает и рассказывает то, что тебе необходимо для того, чтобы поддержать морально сейчас, правильно? И те, кто пользовался услугами психологов, они замечали, многие жаловались, что я рассказываю откровенно, разговариваю с психологом, а он сидит и смс-ки кому-то пишет. Как-то людям сразу: я тебе плачу деньги, а ты мне даже слушать не хочешь. Или, к примеру, такие жалобы, да, что тебе нужна срочная экстренная помощь психолога, у тебя там паническая атака, а психолог или трубку не берет, потому что ночь там или еще что-то, человек спит, чтобы пациенты тоже не сделали таким же, он просто отключает трубку, да? Или же он занят с другим пациентом, он тоже трубку не берет. Но у тебя же приступ, тебе нужна срочная помощь. А его нет, 1-1.5 в доступе. За 1-1.5 приступ сам пройдет. А здесь 24 часа в сутки в доступе. Причем что один, что второй, что третий. Маг — это то же самое. Тот же самый, опять-таки, этот интеллект искусственный, который знает все твои проблемы. Он проведет обряд и сделает, посоветует самый лучший выход из твоей ситуации. Во всяком случае, ничего ему не стоит, как разрешить твою ситуацию и действительно подсказать тебе правильный выход. К кому ты пойдешь? Ты пойдешь в реальный храм, к реальному жрецу, который, извини, такой же человек, как и ты, просто замученный еще с проблемами? Нет, конечно. Ты пойдешь, если тебе надо, ты пойдешь виртуальный, потому что главное что для тебя? Чтобы тебя любили и уважали, да? Разве не так, друзья мои? Да. Тебя любят, уважают, с тобой считаются, о тебе заботятся. Туда ты пойдешь. Я понимаю, что некоторые институты скажут: да нет, мы этого не допустим. Они не допустят. Допустят. Знаете почему? Потому что те, кто первые начнут это все, те и будут на вершине. Потому что вся паства с других религий, с других институтов начнет присоединяться к ним в эти их виртуальные храмы. Представь, опять возвращаемся к тому, скажем так, продвинутому бизнесмену, жрецу, который открыл 10 храмов. Он сидит на диване, пьет пиво, смотрит какую-то развлекалку, там еще что-то. А храмы работают. Выгодно? Выгодно.
Ребят, ну я не против религии, не надо эту вот волну поднимать. Мы в потребительском мире живем, и это действительно так. И вот реальность у нас такова. И вот к ней надо относиться реально. Пока мы не перестанем сами себе врать, вот мы обожествляем кого? Людей, да? Которые работают, я не говорю за какие религии, во всех религиях, в том или ином храме или еще что-то. А он самый обыкновенный человек. Он также переживает, что у него рыба не клюет, он также пьет пиво, как и ты, мой друг, или еще что-то, да? Почему? Потому что он такой же, как и ты. Или как твой друг, или как твой знакомый и тому подобное. И все хотят одного — удовлетворить собственную альфу, больше заработать и меньше поработать. Такова установка нашего мира. И ничего другого, просто бизнес, говорит, ничего личного, знаете. Это действительно так. И это и есть сегодняшняя проблема. Проблема в нашем строе, в нашем мышлении, в нашем подходе. И кто бы из вас не воспользовался, скажем, возможностью создания и реализации вот этого искусственного суперинтеллекта с целью реализации собственного эля. Ну, честно. Я понимаю, да, высокая идея, высокопарная. Я не беру латровцев, тех, кто действительно чистой душой. А я в общем говорю, чисто человеческая позиция. Разве не так? Так. И что, думаете, не будет реализовано? Будет. Уже реализовывается.